Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Почему он молчит о своих чувствах? Почему он не проявляется? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, загляните в его глаза и спросите, почему молчишь, почему не признаешься мне в любви, в чем причина? Давайте будем смотреть. Я думаю, все уже настроились, все уже загадали. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Вот этот мужчина, он из-за вас потерял покой и сон. Вы ему снитесь, просто каждую ночь. Каждую. Иногда он помнит сон, вот детально помнит все. Иногда он только помнит, что вы ему снились. Вот он постоянно с вами на вот этой связи находится. Да, эмпатическая связь между вами очень сильная. Вы, кстати, тоже очень мужчину чувствуете. Поверьте, каждый раз, когда вы о нем думаете, он это ощущает, и он тоже начинает думать о вас, вспоминать. Этот мужчина, он действительно к вам испытывает очень сильные чувства. И это чувство, оно называется любовь. Та самая искренняя, настоящая. Да, может быть, она еще не сформировалась. И да, может быть, надо еще время. Но тем не менее, впервые в своей жизни он испытывает это чувство. Неважно, сколько ему лет. Может быть, ему там 18, а может быть, ему уже и 70. Понимаете? Первый раз в жизни человек испытывает настоящее, неподдельное, искреннее и очень сильное чувство. Может быть, он даже и не подозревает, как это называется. Но тем не менее, девочки, чувство есть. Есть. И с каждым днем, с каждой минутой оно все сильнее и сильнее. Потребность в вас появляется, жажда вас. Вот хочу и все. Вот нужно увидеть, нужно услышать, да хотя бы издалека на нее посмотреть. Вот понимаете, что происходит? Он в данный период времени сопротивляется. Его это чувство, оно его пугает, честно вам говорю. Пугает. Первый раз, девочки, первый раз мальчик влюбился. Либо дедушка, у кого как отыграется. Первый раз, поэтому его это реально пугает. Он дистанцируется. Он, знаете, как он вас видит, сердце в пятки уходит, бедненький там покраснел, побледнел, за угол где-нибудь там за дерево спрятался и стоит, наблюдает за вами, наслаждается, вот прям глазами жадно вас рассматривает, чтобы запомнить все с вами про вас. Вы обратите внимание, когда вы с ним сталкиваетесь, как он на вас реагирует. Он там глазки бегают, то отводит, то заводит, старается там в упор не смотреть, старается какими-то там, может быть, шутками, либо молчанием, кого как отыграется, да, старается вот именно этим делом, да, заниматься, чтобы случайно не взглянуть в ваши глаза. Потому что знает, что сразу же потечет, пропадет, Боже, кинется вам в объятия, скажет: все, моя, никому не отдам, не отпущу, ни за что. Что хотите, со мной делайте. Так, еще одна важная причина, почему он молчит. Вы видите, да, в одной руке у нас Луна, а во второй руке у нас какая-то женщина вышла. Кто-то загадал на мужчину несвободного. Кто-то из вас и не знает, и даже не подозревает, что у этого мужчины за спиной есть другая женщина. Кто-то женат, а у кого-то просто там сожительница, может быть, какая-то бывшая, либо там полубывшая, либо там не до конца состоявшаяся, да, там много вариантов. Но какая-то женщина есть, понимаете?
И он этой женщиной идет одурманенный, потому что луна вышла. Ну, у кого-то отыграется прямо, что она там его привораживает, примагичивает, там, зачаровывает постоянно. А у кого-то отыграется, что он просто ошибается, да, ошибается вот в своих мыслях, в своих взглядах. Смотрите, вы для него очень шикарная, вы для него райская птичка, понимаете, райская птичка. Непонятная райская птичка, с характером, независимая. Вам надо соответствовать, вам нужно прям подношение делать, но это на его взгляд. Да? Может быть, вы очень скромная девушка, скромная женщина, и ничего не хотите такого. Но это его мысли. Он показывает свои мысли. Он заблуждается по вот этой луне, он заблуждается на ваш счет. Вы для него, вот смотрите даже, да, какой он крошечная фигурка и какая вы шикарная. Действительно, вы для него недоступны. Он, когда думает о вас и о себе, он сам понимает, что он просто не дорос, не дотянется. До звезды невозможно дотянуться. Как минимум нужно купить ракету и полететь в космос. Да, плюс помеха — это женщина. Эта женщина, на его взгляд, она удобная. Она удобная, понимаете? Она не любимая, она не добрая, не хорошая, она просто тупо удобная. Плюс есть еще один человек, который ему вот этой ересью голову забивает. И говорит: ты что, дурак? Вот эта вот спокойная женщина, настиранный, накормленный. Пусть не красавица, пусть там у тебя к ней огонь не горит, но тем не менее, да. Что тебе надо? Вот живи и не мучайся. А душа-то просит вас. И вот он сейчас вот как одурманенный этой женщиной. Либо, мысли, да, такие у него не совсем логически построенные, да, и вот он думает, как поступить, да, за райской птичкой бегать, а вдруг она меня прям в темечко клюнет, скажет: зачем ты мне нужен? Или с этой удобной женщиной сидеть, находиться вместе. Понимаете как, сердцу что все равно не прикажешь. Я вам, девочки, так скажу, он действовать будет. У него будет этот прорыв, и знаете, его как понесет в этой своей любви, боже, еще будете сами от него бегать. Говорит: какой же ты настойчивый, какой ты же настырный, проходу мне не даешь, отстань, мне нужно хотя бы немножко личного пространства. Прям так ему будете говорить. Но до этого времени дожить надо. Да, он еще вам нервы потрепает, девочки, вот этим своим молчанием, таким вот мутным, непонятным, странным поведением. Этот зайчик еще побегает, но все равно он к вам бежит. Да, он бежит к вам. Вижу, что вы очень переживаете по поводу этой темы. Я вижу, что вы очень красивая женщина. Вы стараетесь быть красивой. Ваши все усилия, он все это видит. И даже больше вам скажу, даже если бы вы за собой не ухаживали, даже если бы вас, в рванину, в мешок вас одеть, сажей перепачкать, взлохматить вам волосы, он бы все равно вас любил, мои хорошие. Все равно любил. Там нечто большее, чем внешность, фигура, подача. Нет, там нечто большее. Там похоже очень на родство душ, на какую-то связь, вот прям неземную. Может быть, вы в прошлых воплощениях были вместе. Если бы я индивидуально смотрела, я бы это поняла. Но вот между вами вот такие какие-то бесконечные ниточки протянуты. Ниточки, понимаете? И вас же к нему тянет. Не только его к вам, но и вас тянет. Вы же, смотрите, как вы им заинтересовались. Первый раз увидели, думаете: ой, что-то такое, чем его едят. А потом стали о нем думать. А потом прям почувствовали, что оно же свое родненькое. И у него то же самое было. Но только в одном моменте тут наоборот, да, потому что он сразу в вас влюбился. Вот с первого взгляда. Его, как, знаете, как молнией ударило. Током. Вот пальцы в розетку засунул, то почувствовал. Это с ним произошло. А вы так немножко на него думаете: очередной мужичонка. А он, видите, как вас сразу влюбился. Нет, вас тут обоюдное притяжение, вас будет тянуть. И чем дольше вы не можете сойтись, состыковаться, тем сильнее вас будут притягивать. Да. Мои хорошие, ничего дурного не думайте. Вот видите, у вас башмак выпадает. У вас какая-то поездка будет. Дорога, поездка. Куда-то вы пойдете, может быть.
красивая, нарядная, за вами кто-то ухаживать будет, либо с кем-то познакомитесь с интересным, интеллигентным человеком. Может быть, как по делу пойдете, но при этом как себе ухажера дополнительного найдете. У вас варианты будут. Вот на нем свет клином не сошелся, у вас варианты еще будут. Он для вас, как, знаете, не единственный, а вот вы для него единственная идете. И не обижайтесь на меня, пожалуйста, но он вас сильнее любит, чем вы его. Так четко показали. Его чувства, они более глубокие, более сильные, и с ними вообще невозможно бороться. Они вот похожи на лавину, да? Вот лавина спускается с гор, она набирает скорость, она набирает массу, объем, да? Ее вообще нельзя остановить. Это разрушительная сила. Вот что идет. Вы для него мадам Фаталь. Женщина роковая. Через всю жизнь вот такой красной ниткой вы ему идете. Надо будет продолжение посмотреть. Мне прям аж интересно стало. Смотрите, я вижу ровно до момента, вот показали, как мужчина начинает действовать. Девочки, придет тот день и час, когда вы от него отбиваться будете. Я уже вам сказала, он будет не давать вам прохода. Он будет везде настойчивый, настырливый, прям лезть к вам будет. Вот, прям, знаете, как схватит вас и не будет отпускать. Вы ему говорите, мне надо там, не знаю, в туалет сходить. Он говорит, нет, не отпущу, вместе пойдем. Понимаете, вот до такого даже может доходить. Какая-то у него есть бесшабашность в голове в этом плане. Если вы с ним сойдетесь, вот именно парой станете, вы прям от него отставать будете. Вот насколько он такой навязчивый, прям, да, все вместе, давай то, давай все. Вот, там, ревновать ко всем на свете будет. Вот вообще ко всем на свете, девочки. Я про людей даже не говорю. Да, там, к телефону ревновать будет, там, к телевизору, там, к плойке, понимаете, к фену. Господи, ты там 20 минут волосы себе феном сушила. Тебе фен дороже, чем я. Да? Глупости какие-то могут быть. Я вижу, что вы еще подумаете по поводу этого мужчины, которого вы загадали. Потому что вот интересное знакомство на пороге. Вот смотрите, не в обиду этому мужчине, но тот, с кем вы познакомитесь, он как поинтеллигентнее будет, поинтереснее, по статусней, по мажористей. Такой человек идет. И что интересно, девочки, вот такого плана мужчины, на кого вы загадали, у вас в жизни были. Вы уже знаете приблизительно, что ждать, как реагировать, понимаете, да? Ваши ожидания, они оправданы. А вот тут новый мужчина, с кем у вас знакомство, просто в ближайшие дни произойдет. Вот этот интересный, таких еще не было. Он такой, знаете, вот как чувствуется уровень, класс какой-то. Класс вот у него идет. Какой-то он особенный интересно. Ой, как интересно вам с ним будет. Вы еще, кстати, подумаете. Так, мои хорошие, давайте напоследок совет вам. Не убиваться по поводу того, что он не проявляется. Он проявится так, что, еще раз говорю, вы сами будете от него отбиваться. Настойчиво, настырно, и проходу давать вам не будет. Вот когда дойдет до него, что он вас любит, что это любовь, да, что это чувство называется любовь. Не желание, не там какая-то там навязчивая идея, а именно любовь. Вот все, вы от него будете еще бегать. Подумайте о том, что вот новый мужчинка у вас появится. Вот это интересно. Это очень интересно. Вот как новое знакомство произойдет, вы об этом так подзабудете немножко. Вот серьезно вам говорю. А он, возможно, и испугается. Скажет, о, мужик у нее хороший завелся. Что же делать? Надо бежать, надо ей рассказывать о своей любви. Видите, как вы его еще отгонять от себя будете? Такой момент придет. Так, мои хорошие, любите себя, знайте, что вам открыты все дороги. Без мужика вы 100% не останетесь. Выбирайте себя, выбирайте свое счастье. И все будет замечательно. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.